Согласно данным Черноморэнерго, динамика собираемости за потребленную электроэнергию на протяжении десятилетий не превышала и 25%, в то время как для нормального функционирования энергетической компании необходимо хотя бы 60%, отмечают специалисты. С 2014 года задолженность населения Абхазии за потребленную электроэнергию составляет более 5 миллиардов рублей. На эти средства можно полностью отремонтировать все 42 трансформаторные подстанции республики, большинство из которых находится в неудовлетворительном состоянии, отмечают энергетики. Возьмем 110 на 10, да, подстанцию. Около 250 миллионов бюджетирования на одну подстанцию. Это практически полная реконструкция. Получается, у нас их всего 42 подстанции, то есть за 5 миллиардов все подстанции плюс линии можно было бы привести в надлежащее состояние техническое. Среди абонентов республики около 4,5 тысяч госпредприятий, ИП, ООО, а также 7,5 тысяч льготных плательщиков. Остальные – физические лица, с которыми возникают особые проблемы. Сама логика восприятия электроэнергии, она недопонимается. То есть ее воспринимают, электроэнергию воспринимают как налог. По сути, не по сути, но реально, что это продукт. То есть этот продукт необходимо произвести, передать, распределить, донести до конечного потребителя. В этом цикле очень большой объем технического процесса и необходимого объема персонала, который должен это все обслуживать. Чтобы улучшить ситуацию, в республике уже более 2 лет действует государственная программа установки приборов учета. На сегодняшний день установлено 23 тысячи счетчиков, при помощи которых работает автоматическая программа отключения абонентов при неуплате за потребленную электроэнергию. Это позволило в разы увеличить собираемость в разных населенных пунктах. Мы наблюдаем динамику собираемости в этих местах более 75%. В случае отключения, естественно, человек вынужден заплатить. Только таким методом получилось получить эффект. Но во всем этом мы наблюдаем, особенно в Ачимчирском районе, где идет установка, что очень много людей социально не готовы к оплате, то есть социально незащищенные слои. Вот я уже много раз это говорил, необходимо принимать какое-то решение, определить какие-то критерии, по которым люди будут получать с нашей стороны или со стороны государства помощь в счет компенсации потребленной электроэнергии. Мы все-таки по анализу 2023 года наблюдаем снижение потребления на более 300 миллионов киловатт-часов. В 2024 году планируется установить еще 30 тысяч счетчиков за счет средств государственного бюджета. В программу по установке приборов вкладывается и Черноморэнерго. В прошлом году более 60 миллионов собственных средств Черноморэнерго затратили на установку приборов учета. То есть данная программа продолжается, и мы за свой счет уже в этом году приобрели именно коммерческих приборов учета, направлены на установку коммерческим лицам. Более 300 приборов учета, которые нам хватит то есть в этом месяце. И каждый месяц мы практически такие объемы приобретаем. То есть у нас цикл не останавливается, у нас сложность именно по физическим лицам, где требуются большие объемы средств для закупа, то есть нужного количества приборов учета. Сегодня оплатить счета за потребляемую электроэнергию можно, не выходя из дома, через приложение госуслуги в телефоне или через терминал. Однако по статистике в ту самую очередь, чтобы оплатить электричество, стоят, как говорится, люди той самой старой советской закалки. Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.